дорогие ребята, дорогие родители, учителя, гости, сегодня мы все немножко волнуемся. Сегодня у нас необычный день. Мы прощаемся с начальной школой. Мы 3 года поднимались с вами по самым трудным ступенькам лестницы знаний. За это время мы с вами научились читать, считать, писать, научились дружить, научились жить по законам нашей школы. И пройдет совсем немного времени, всего лишь 3 летних месяца, и вы вновь отправитесь в страну знаний, но уже поплывете на совсем другом корабле. Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать в студии НТВ, студии начального телевидения. В этом учебном году наш канал заканчивает свою работу. Сегодня мы последний раз выходим в эфир. Мы постараемся сделать все, чтобы этот вечер остался в вашей памяти. Сегодня вас ждет незабываемая встреча с любимыми артистами. Вы встретите всех тех, кто радовал вас на протяжении всех лет работы нашего канала. На самом деле вас приветствует 3 класс Чувашского национального лицея-интерната имени Германа Степановича Леснева. Последний звонок. В классе закончен последний урок. Смог подвигайте сейчас голоса. Новая в жизни и ждет полоса. Главная новость сегодняшнего дня – окончание учебного года. Для наших друзей это не просто окончание учебного года, это и окончание начальной школы. Наш корреспондент готовит репортаж. Минуты на минуту. Ждем выхода в эфир. Алло, да. Вы меня слышите? Да, включали. Добрый вечер, меня зовут Болтаев Азамат Николаевич. Я нахожусь на лесной поляне. Здесь так прекрасно поют птицы. Посмотрите вокруг, красота какая. Давайте просто понаблюдаем за нашими героями. Здесь в лесу, здесь наш класс. Голубой цветочек. Ветерок шевелит нежные листочки. Неужели в самом деле мы закончили учиться? Неужели в самом деле можно нам играть, резвиться? Наконец-то каникулы! Хорошо, что есть каникулы. Вот они каникулы, веселые каникулы, я вижу такую. Это что еще
откуда взялся? Как здесь оказался? Это не важно. А чего вы здесь сидите? И о чем вы говорите, развалившись у костра? Ведь на улице жара. Отвечает весь наш класс, ведь каникулы у нас. Мы закончили учиться и решили поредиться. А чему же вы учились? В нашей школе мы учились год за годом, день за днем, мастерству, искусству, знанию. Для чего же вы учились? Лучше в волю веселились. Я гуляю целый день. Ну а вам зубрить не лень? В школе вы с утра сидите, дома до ночи корпите. Нет, все это не по мне. Лучше лазить по сосне, с белых шишками кидать, с палками швырять. Я тут знаю все тропинки, все полянки и травинки. А вы в школе все года не ходили никуда. Это что за ерунда? Не ходили никуда. Ты хоть раз бывал в музее? Что, старше знаешь ты? Мы в бассейн все ходили, изучали мы цветы, мы на лошадях катались, на уроках занимались. И ленились мы, как ты. Вот, подумаешь дела, мне учеба не нужна. В этот ваш музей схожу и на пальму погляжу. Там по пальмам ходят кони, чай пьют прямо на балконе. Ну какой же ты чудак, не бывает в жизни так. Да ну вас! Школа моя, я твой мальчик, ручка моя, я твой пальчик, твой класс, я на воле, учится класс, я доволен, школа моя, я стороны главное сплю, ведь я в школу не хожу, ведь давно уже я в школу не хожу. Я уроков не учу и в тетрадках не строчу, потому что я спокойненько живу. Здравствуйте, меня зовут Болтаев Антамат Николаевич. Здрасте. Мы сейчас будем вас снимать для программы «Итоги». Вы согласны? Распишите здесь, пожалуйста. Чего? А вы кто такие? Я корреспондент. А, понятно. Извините, мне надо привести себя в порядок. Там какой-то корреспондент, по-моему, пришел, прицепился с какой-то бумажкой. Может, с ним кто-нибудь разберется? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Как у вас дела? Хорошо! Разрешите вам задать несколько вопросов? Конечно. Почему вы все вместе решили прийти сюда? У нас сегодня последний учебный день. У нас каникулы. А можно передать привет? Передавайте. Мы передаем привет нашим родителям, которые смотрят вашу программу. Мы передаем привет всем учителям, которые учили нас все эти годы. Привет! 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 К сожалению, наша программа в эфире заканчивается. Поздравляем вас с окончанием учебного года. А самое главное, вы теперь выпускники начальной школы. Вы видели счастливых выпускников, которые спешат на свой выпускной бал? У нас еще осталось полминуточки. Спойте что-нибудь. Я вам дам знак, когда заканчивать.
свидания. До свидания. Ну и дела. Корреспондент, бумажки, ящик какой-то. Можно подумать, нас снимали. Видишь, сюда наш писатель слов. Да там какие-то каракули. Да ты читать не умеешь, где мерить каракулы. Я на тебе почему-то рисую целыми днями. А зачем читать? Захочешь ты, например, хлеб купить? Как ты знаешь, в каком магазине? Ты же вывески не умеешь читать. Я по запаху найду. Ну хорошо, а вот нужна будет одежда. Да, ты можешь найти ее по запаху. Допустим, читать нужно. А считать? Надо что-либо купить? Так ты не сможешь заплатить. А если ты и писать не умеешь, то письма никому не отправишь. И вдруг тебе не придет поздравление на день рождения. Что же мне теперь делать? Ребята, давайте покажем ему наш фильм. Давайте! Вот тут наш все наш фильм и подумай. Идем скорее в класс. До праздника совсем мало времени. Сами покажем наш фильм. Приглашаем вас в наш кинозал. Дорогие ребята и наши дорогие гости, давайте перенесемся в год поступления в школу. Вы закончили детский сад, вместе с друзьями пришли в школу. Чтобы все в памяти восстановить, включим наш телевизор. Киностудия «Учфильм. Школьные годы» специально для программы НТВ. Садитесь за первую парту. Кристина и Наташа за вторую. Еще так ново, интересно, все непонятно, неизвестно. И вы тихонько, чуть дыша, идете в первый класс. Садясь за парту осторожно, чтоб форму школьную не изъять. Букварь новенькие открыли и взяли чистую тетрадь. Что за книга такая буквально? Ничего не пойму. Сколько разных крючков, закорючек. Как учится по нему? 33 разные буквы. Мы должны изучить. Неужели такое возможно в голове уместить? Я сегодня из школы пришел, тихо сел, но причем я повесил портфель и поел. Нету сил у меня поиграть, погулять, порисовать. Надо тетрадки достать и писать, и писать, и писать. Right.
Кадр третий, дубль третий. Неужели вы так учили? Сколько букв написали? Крючков. Может, мне это все только приснилось? И тогда я даже проснуться готов. Неужели в самом деле? Я писать, читать могу. Кадр четвертый, дубль четвертый. Вот и четвертая, это не вторая. Ну-ка все послушайте, сама уже читаю я. Школа, чубайки, бухгалтерия, интернат. Имени Германа Степановича Лебедева, первый класс, самый трудный класс. Вот закончен первый класс, это раз. Научили нас писать, книги разные читать, и задачи, и примеры интересные писать. Вот уже и класс второй за спиной. Каждый знает без сомнений всю таблицу умножения. Каждый 24, каждый 24, а не 3, а не 5, это надо знать. Каждый 24, каждый 24, а не 6, а не 7, это я совсем. Изучили падиши. Ну-ка, друг мой, расскажи. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Промелькнул и третий год, словно не было забот. Кадр пятый, дубль пятый.
Максим удостоен премии начальной школы. Как вы узнали, но этот фильм так быстро закончился, что я все-таки не все еще понял. Оставайся с нами и смотри только нас. Но ты не подумай, что мы только все время учились решать задачи, читать и писать. У нас было много веселых праздников, конкурсов. Утренняя звезда. Кстати, что-то непонятное. Сейчас ведь вечер, и... По техническим причинам показываем вечером. Сейчас наши девчушки пропоют для вас частушки. Начался учебный год, чайники засекали, а меня вопрос ждет, скоро ли каникулы. В классе мы учили с вами целых 3 годочка. Быстро время пролетело, и на этом точка. У нас в классе есть ребята, с ними не соскучишься. Здесь сидят они в запасе, но ничего не учатся. Нас учитель ждет ответа от кого-то долго. Ни ответа, ни привета, никакого толка. Небо было уж не любит, не светите траки. Там ошибок каждый раз, не выбрали взятки. Шутникам впереди, все ребята на полу. Кто вперед, там мальчишки, тут кричит, тут караул. Янка, белорусская полька, исполняется городу Мария. Исполняет Михайлов Витя.
вдох исполняет Андреева Катя, Ефимова Елена, Дмитриева Ирина. Кирсин Даши исполняет Болгаев Азамат. Старинная французская песня исполняет Романов Алексей.
исполняет Лукина Наташа. Исполняет Василий Евгеньевич. Исполняет Никонов Артур и Егорова Марина. Исполняет третий класс.
Я поражен. Я сейчас пою. Можно? Книжки убрали, издали, живы теперь. Сколько же вы изучали, не верится мне. Сколько уроков контрольных, проверок, звонков. Не зачитаешь даже за много часов. Я, ребята, начну учиться. Значит, мы смогли тебя переубедить. Это здорово. Вот и закончена эта программа. Зал сегодня у русского языка. Сколько вас, мам и сестер, даже дедушек, папы и братов нам на праздник сегодняшний год. День сегодня совсем особенный. Наш канал заканчивает свою трансляцию. Мы прощаемся с начальной школы. Я, Петрикова Наталья, Андреева Катя, Абрамова Наташа, Егорова Мария, Лукина Наталья, Маркова, Матея Женя, Забулатова Кристина, Ярослава, Ефремова Елена, Петрова Мария, Матея Наталья, Якова Лидия, Красина Галина, Крагина Ксения, Марова Ваня, Чура Мария, Дмитриева Ирина, Романова Кристина, Николай Пасов, Роман Кузин, Малтая Панамар, Волков Станислав, Павел Витальевич. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Быть добрым, честным, справедливым. Быть добрым, честным, справедливым. Сохранить все знания, полученные мной за это время. Сохраните знания, полученные мной за это время. Помнить своих первых учителей. Помнить своих первых учителей. Любить Родину. Любить Родину. Клянусь, клянусь, клянусь. Клянусь, клянусь, клянусь. А сейчас нашим выпускникам вручим дипломы. Диплом вручается выпускнику начальной школы Лукиной Наталье Александровне в том, что она 1 сентября 1999 года поступила в Чувашский национальный лицей-интернат имени Германа Степановича Лебедина и 25 мая 2002 года окончила начальные классы названного лицея. Лукина Наталья. Болтаеву Азамату. Тимофеевой Наталье. Абрамовой Наталье. Романовой Кристине. Ефимовой Елене. Ефимовой Ярославе. Егоровой Марии. Романову Евгению.
Ярославу, Васильеву Евгению, Никонову Артуру, Андреевой Екатерине, Романову Алексею, Каргиной Ксении, Щур Марии, Михайлову Виталию, Яковлеву Илье, Ивановой Марии, Ергулаткиной Кристине, Трофимовой Нине. А сейчас мы хотим пригласить на сцену всеми нашими нами любимые учительницу Долгова Тамару Ивановну и воспитательницу Семенову Ирину Витальевну. Я тоже от всей души поздравляю вас с завершением учебного года, с завершением начальной школы. Сегодня для нас и веселый день, и грустный. Веселый день потому, что вы завершили учебный год, можно сказать, неплохо. Двое у нас отличников, 17 ударников. Да. Все хорошо трудились, добросовестно, старались, помогали нам. Грустно потому, что мы с вами прощаемся. Больше с вами не можем заниматься вместе уже. Но я надеюсь, что вы будете приходить к нам, помогать нам тоже. Ну что пожелать? Пожелаю вам быть всегда любознательными, упорными, добросовестными, выполнять режим дня, чтобы все всегда успевать. Тогда никакие учителя старших классов вам не будут страшны. Всегда получать хорошие оценки. Учиться только на 4 и 5, чтобы троек не было. Это мы можем. Все можем при старании учиться так. Итак, добрый путь. Я хочу подарить вам это стихотворение. Первый выпуск, он самый трудный. Сколько дней и часов позади. И казалось, порой невозможно объяснение чему-то найти. Я желала бы, правда, искренне и дальше по жизни вести, чтобы выросли все наши дети и гордиться мы ими могли. Но приходится нам расставаться. До свидания, я вам говорю. И сегодня вам на прощание я частичку себя отдаю. Мы приглашаем на сцену зауча Ирину Николаевну. Добрый день, дорогие учащиеся, дорогие педагоги, родители, гости. Я вас всех приглашаю идти в школу. После каникул. Вы радуйтесь пока, отдыхайте, отдохните и не забывайте при этом учиться. Приглашаю в 5 класс. Поздравляем вас с праздником, добрым праздником. Хочу я присоединиться к словам воспитателей
педагогам. И хочу сказать, хвалите, учитесь, дерзайте. Если вы думаете, что мы маленькие еще, мы можем гордиться своими делами, своими работами. У нас республиканская научная конференция прошла в феврале месяце. И действительно, Болтаев, который Азамат Николаевич занял у нас второе место, нет, извините, первое место в республике. Какой работой, скажи сам, выйди поближе ко мне, скажи, что ты нарисовал? Таяба. Рисунком Таяба. Историческим рисунком Таяба он рисовал свою родную деревню. Мы должны помнить своих предков, своих первых учителей, помогать своим родителям, так? Да. И при этом должны себя показать в высшем свете. Вот я могу погордиться, что стою рядом с молодым художником. И вы можете гордиться, что действительно наши дети обучаются здесь всему самому, только хорошему, добру. И спасибо вам, что вы тоже нам помогаете. Спасибо. Хотим сказать большое спасибо нашим дорогим и любимым родителям за то, что они так много для нас делают. Большое вам спасибо. Приглашаем на сцену наших родителей. Родители не хотят класс на наш. Мы хотим поздравить и поблагодарить наших учителей. Вы каждый день и каждый час нелегкой посвятив себя работе, одной заботой о нас, одной мечтой вы живете, чтоб нами славилась земля, чтоб честными росли мы. Спасибо вам, учителя, за все спасибо. На этом наша программа закончена. Большое вам спасибо.